На самом деле, поскольку по законодательству православие является культурообразующей религией для всего русского народа, я думаю, что здесь очень много, я подчеркиваю, очень много пересечений, моментов, которые, я думаю, будут отрабатываться и использоваться в современных, обычных современных школах. Что я имею в виду? Дело в том, что действительно, поскольку в государстве и наша история этого государства, очень много есть моментов, которые связаны с историей церкви. Вообще, церковь как, скажем так, главная движущая сила этих исторических событий, то такие праздники, например, как 4 ноября, День примирения и согласия, я думаю, что здесь просто не обойтись без духовной линии этого праздника и смысла всего этого события. Что касается праздника Петра и Февронии, тоже это святые. Что касается таких праздников Рождество, Пасха. Но кроме того, я бы хотел сказать, что и в других мероприятиях роль священника и его, скажем так, миссия может быть очень значительна. В каких? Возьмем, например, экология. Проблема экологии у нас сейчас в школе рассматривается по многим предметам, географии, биологии. И вот ведь экологию можно рассматривать как с чисто материальной точки зрения, да, окружающая среда. Но мы прекрасно знаем, что снаружи, формирует то человек, и поэтому то, что внутри человека, формирует то, что его экологию внешнюю. Внутренняя экология является формирующей для внешнего окружения. И поэтому я думаю, что заниматься проблемой экологии души, я думаю, священник может и должен, и, я думаю, более компетентен именно в школах. Рассказать детям о душевном состоянии, о том, как это проявляется в жизни человека и насколько это важно, я думаю, вот такое мероприятие будет очень важно и значимо в школах. Что касается других моментов, их очень много. Каких-то литературных событий. Тот же самый Кирилла и Мефодия праздник, да это просто праздник святых, наших замечательных просветителей. Что касается каких-то литературных встреч и так далее. Я вспоминаю, был у нас момент, когда меня пригласили на литературную встречу, посвященную Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Замечательно прошло. Но в конце мы почему-то узнали, что церковь не может молиться за его душу бессмертную. Мне браты сказали: а почему, батюшка? Да потому что дуэль, дорогие мои, это все-таки что-то близкое к самоубийству. И ребята были очень ошарашены. И таких моментов бывает очень много. Поэтому я призываю и готов идти преподавать как педагог, как профессионал этого дела. На самом деле священник может, я думаю, что и эта возможность, она, скажем, обусловлена нынешним состоянием нашей молодежи, принимать участие в каких-то родительских собраниях, общешкольных мероприятиях. Да чем это нужно? Иногда для того, чтобы родители поняли, кто такой ребенок не просто в их семье или в школе, а в социуме, в обществе. И не только в социуме, а еще в духовной сфере. Я думаю, такие консультации, такие моменты, они тоже очень важны. Ведь иногда дети спрашивают у родителей о Боге, о каких-то духовных моментах. Очень часто сейчас, я знаю, дети увлекаются какими-то оккультными моментами. Да? Родители появляются: а как защитить ребят, а что им сказать? Они не знают, а дети, особенно в каких-то играх, в каких-то компьютерных программах это все видят, в новостях, какие-то те же самые покемоны и все остальное. Как это предотвратить или что нужно делать? Я думаю, здесь консультация священника была бы полезна и очень нужна именно с духовной точки зрения. И для родителей, я думаю, будет польза и для детей. Очень многие моменты, и самое главное, я хотел, чтобы прозвучало это, мы говорим об интеграции духовных знаний в школьную программу. А эта интеграция есть и будет. Вопрос, как мы в ней будем участвовать.